Памятный орден Георгиевского креста и медаль за храбрость и отвагу принимает потомок всадника ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии Магомед Гатагажев. О том, что его дедушка Гаджи Магомед – кавалер высоких боевых наград, Магомед не знал, поскольку все они были утеряны задолго до его рождения. Сегодня, благодаря совместным усилиям Комитета туризма региона и сотрудников Музея боевой славы селения Сагапши, удалось узнать боевой путь Гаджи Гатагажева и еще 5 участников дикой дивизии и вручить их потомкам символические награды, которые будут служить напоминанием о подвиге их предков. Из села Сагопши, из фамилии Гатагажева было, значит, добровольно туда забрано 4 человека. Гатагажев Газим Магомед, Таркович Газим Биронко, Гехо и Гармах. Из них, значит, вот этот вот Гатагажев Газим Магомед Таркович является нашим дедушкой. Вот же он, не жалея себя, отдал долг за защиту России. История ингушского конного полка богата примерами личного мужества и отваги, верности присяге, долгу и боевому товариществу. Каждый всадник понимал, что за его действиями стоит честь не только его семьи, но и целого рода. Ераки Гантимиров принимает награды сразу 2 своих родственников. Прадедушки по материнской и по отцовской линии. Вот Гантимиров Никифор Бонхоевич – это всадник ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии. За боевые отличия награжден Георгиевским крестом 4 степени. Это вот он. И здесь вот Куриев Умадгири, поручик ингушского полка Кавказской туземной конной дивизии. За боевые отличия награжден Георгиевским крестом 3 и 4 степени. Это вот 2 их ордена. Они оба были участниками и русско-японской войны 1905 года, и Первой мировой войны 1914 года. Кавказская туземная конная дивизия, вошедшая в историю как «Дикая», была сформирована летом 1914 года по приказу Николая II. На призыв Белого царя откликнулись множество молодых горцев, умеющих владеть клинком, держаться в седле и стрелять без промаха. Ее лихие всадники наводили ужас на врагов, отважно сражаясь на фронтах Первой мировой войны. Руководитель музея селения Сагапши Курейш Евлоев по крупицам собирает сведения о всадниках дикой дивизии. Особенно ему интересны биографии принимавших участие в Первой мировой войне своих сельчан-сагапшинцев. Нами же в этом селе установлен в 2014 году памятник всадникам дикой дивизии, уроженцам вот этого села. На тот момент, 23 августа 2014 года, 2014, их было 19 человек. Сейчас количество нами найденных 31 человек, уроженцы вот этого села Сагопши. Награждение состоялось при поддержке Комитета туризма Ингушетии. Оригиналы у потомков утеряны по тем или иным причинам. В связи с этим мы для восстановления памяти и опять же из военно-исторического развития военно-исторического туризма. Почему? Потому что если сегодня к вам приезжает гость, да, турист, и вы показываете не только фотографию, да, но и копии этих медалей, это на любого человека приведет к большему, даст большее впечатление, чем ежели вот просто фотография. Дикая дивизия состояла главным образом из добровольцев, ведь по закону Российской империи мусульманское население Кавказа и Средней Азии не подлежало призыву на военную службу. Но это не помешало ей стать одним из уникальнейших воинских подразделений в истории русского военного дела. Амина Бокова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.